Здравствуйте, друзья! Меня зовут Таир Насханов, я адвокат. Ставьте лайк. Если вы не подписаны на мой канал еще, обязательно это сделайте. Сегодня мы поговорим о том, с чего начать молодому предпринимателю, бизнесмену. Если у него есть идея для стартапа, но нет ясности, какие юридические шаги нужно сделать, чтобы все было по закону. Стартап – это не просто идея, это потенциальный бизнес. А любой бизнес в Казахстане – это правовое обязательство. Даже если вы только запускаете что-то очень мелкое, тестируете продукт, работаете в гараже с друзьями, юридическая сторона уже существует. И чем раньше вы это поймете, тем меньше проблем будет в будущем. Начнем с базового. Формы регистрации. В Казахстане самый простой способ – это индивидуальный предприниматель, ИП. Вы регистрируетесь через ЕГОВ или налоговый орган, получаете БИН и можете спокойно принимать деньги, открывать счет, платить налоги. Но у ИП есть минусы. Вы несете ответственность всем своим имуществом. И если стартап провалится, долги могут перейти лично на вас. Поэтому, если вы планируете масштабирование инвесторов или хотите разделить риски, лучше зарегистрировать ТО. Товарищество с ограниченной ответственностью – это самая популярная форма для стартапов. У него есть юридическая самостоятельность. Вы отвечаете только в рамках уставного капитала, который может быть даже 100 тенге. ТО может работать, вернее, открываться онлайн, без нотариуса, за 1-2 дня. Это бесплатно. Вам понадобится ЭЦП, адрес для регистрации, можно даже коворкинг и устав. После этого вы можете открыть расчетный счет, заключать договоры, вести деятельность. Именно ТО чаще всего выбирают инвесторы и акселераты как юридическую форму для вхождения в бизнес. Теперь о соучредителях и долях. Часто стартап делают друзья или однокурсники. Изначально никто не думает, как делить бизнес. Но когда дело начинает приносить деньги, споры неизбежны. Поэтому с самого начала желательно заключить учредительный договор. Кто сколько вносит, кому сколько процентов принадлежит, как принимать решения, что делать, если кто-то уходит. Если вы не решите эти вопросы на берегу, они всплывут в самый неподходящий момент. Следующий шаг – договоренности с командой. Даже если вы не оформляете сотрудников официально, а работаете с фрилансерами, волонтерами или друзьями, все равно лучше заключать договоры. Почему? Потому что главный актив стартапа – это интеллектуальная собственность. Кто написал код, у кого права на логотип, кто автор идеи. Если вы не зафиксируете это юридически, завтра любой человек из команды может заявить, что продукт его. Чтобы избежать этого, существует договор уступки прав или договор авторского заказа, а также стандартные договоры подряда и трудовые договоры. Особенно это важно, если вы претендуете на грант, участвуете в конкурсе или выходите к инвестору. Ни один серьезный партнер не войдет в проект, если у вас не урегулированы авторские права. Отдельный блок – это налоги и отчетность. В Казахстане действуют упрощенные налоговые режимы для стартапов и малого бизнеса. Например, ТО с годовым оборотом до 24 миллионов тенге может работать на упрощенке, платить 3% от дохода и сдавать только несколько форм в год. Но даже при таких условиях нужно понимать, если вы начали принимать деньги, вы обязаны их учитывать. Иначе при первой же проверке налоговая может доначислить налоги, пени и штрафы. Лучше с самого начала вести простой учет,
Открыть отдельный счет. Не смешивать личные и корпоративные расходы. И следующее, что нужно учитывать, это государственные и квазигосударственные программы поддержки. Сегодня в Казахстане есть такие институты, как Техновумен, Kaz Innovations, Астана Хаб, а также различные акселераторы, извините, венчурные фонды. Многие из них требуют, чтобы у проекта был прозрачный юридический статус, зарегистрированное лицо, договоры, ИПН, БИН и элементарный финансовый учет. Если говорить про Астана Хаб, то резиденты получают налоговые льготы, освобождение от корпоративного подоходного налога, НДС, социального налога. Но для этого нужно пройти регистрацию, подать бизнес-план, подтвердить, что ваш проект действительно относится к IT. Если вы планируете выйти на зарубежный рынок, открыть стартап в США, Эмиратах, Эстонии или Великобритании, рекомендую с самого начала подумать о структурировании бизнеса. Иногда выгоднее оставить операционную деятельность в Казахстане, а IP или холдинговую компанию зарегистрировать за рубежом. Это позволит привлекать международных инвесторов, защищать свои права в более предсказуемой юрисдикции. И напоследок, не бойтесь юристов. Юрист– это не тот, кто мешает развиваться, а тот, кто защищает вашу работу от потерь. Лучше на раннем этапе проконсультироваться один-два раза, чем потом тратить месяцы, деньги на решение конфликтов, дележ долей, защиту от налоговых претензий. Подводя итог, стартап– это не только идея и команда, это еще и юридическая база, которая делает бизнес устойчивым. Регистрируйте бизнес, оформляйте договоры, фиксируйте права на продукт, не забывайте про налоги и используйте господдержку. Тогда ваш проект будет не только креативным, но и законно защищенным. Спасибо за внимание. Если вам интересны юридические аспекты стартапов, подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях и предлагайте темы для следующих выпусков. С вами был адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Удачи в бизнесе и до встречи!